Добрый вечер, город. Мы ведем свое прямое включение с нашего городского совета. Более 1,5 месяца мы не работали в стенах этого здания. И вот сегодня есть повод. Вернулся мэр нашего города. Довольно давно его не было в нашем городе. И мы решили встретиться, расспросить, что происходит в нашем городе, что нас ждет в ближайшее время. Тем более, что есть повод. 6 ноября, если вы помните, нашему городу исполняется 16 лет. Итак, Леонид Афанасьевич, что, к чему, с какими результатами пришел наш город в свои 16 лет и какие новости, хорошие, плохие? Ну, наверное, по традиции начнем с плохих новостей, если они есть. Ну, во-первых, должен сказать, что действительно, выполняя поручения населения нашего города, депутаты Верховного Совета от города Нерюнгри обратились в Верховный Совет Республики и организовать парламентские группы и выехать в союзные республики бывшие. Образованы, как вы знаете, 3 группы. Одну возглавлял группу я, которая езжала в Казахстан. В ее состав входили еще дополнительно 3 народных депутата. Это Шкаруба, зампред Алданского райсовета, Кирильчук Виктор Михайлович, заместитель министра народного образования, и Базанов Евгений Валентинович, это начальник отдела Министерства внутренних дел. Мы также заехали в Москву и встретились с Русланом Имрановичем Хасбулатовым. Он нас принял. В беседе с ним я поставил 3 вопроса. Первое, это вот действительно рассказал о наших задачах, целях поездки в Казахстан. Значит, второй вопрос – это целевые вклады. Также к этому вопросу мы просили их ускорить, принять быстрее закон о льготах для работников Крайнего Севера. По целевым вкладам Руслан Имранович твердо заявил о том, что Михаил Ефимович Николаев, наш председатель Верховного Совета, был у Бориса Николаевича Ельцина. Достигнута договоренность, и Ельцин дал задание, значит, рассмотреть вопрос о восстановлении целевых вкладов в Якутии. И, значит, Руслан Имранович это тоже подтвердил, сказал, что этим вопросом занимается. То есть с целевыми у нас все нормально, более-менее? Ну, по крайней мере, мы нашли поддержку у руководства России о том, что замораживание целевых вкладов – это неправильное действие. По крайней мере, можно так сформулировать подход руководства России. И они нас поддерживают в том, что действительно должны быть определенные льготы для привлечения работников квалифицированных в районы Крайнего Севера. Далее, тут же я Руслану Имрановичу также сказал о том, что необходимо и нужно решать вопрос о том, чтобы районные и северные надбавки работали на весь прямой заработок, не ограничиваясь 460 рублями. И этот вопрос также по нашей инициативе внесен на сессию Верховного Совета Якутской Республики, которая будет рассматривать вот 11 ноября эти вопросы. Далее, также мы поставили вопрос по созданию зоны совместного предпринимательства. Я рассказал о том, что у нас есть наработки, есть, значит, наметки все. Он сказал, давайте быстрее этот вопрос решайте у себя в республике. Как только республика даст добро, значит, мы вас поддержим. Тоже в этой части мы нашли у него одобрение. Члены группы также спрашивали по проекту Конституции Российской Федерации, особенно по 78 статье, где говорится о том, что путем проведения референдумов среди населения вполне возможно изменение территорий областей, краев, республик. Ну, Руслан Имранович сказал, что это проект, сам он этот момент не поддерживает. Ну и что предстоит еще всенародное обсуждение на страницах печати, то есть узнать мнение народа, потому что этот проект написан группой в 13-14 человек, это мнение вот этой группы, возглавляет который народный депутат Румянцев. Я к чему это говорю, и нас это беспокоит, потому что сейчас в целом по России идет, вы видите на страницах газеты, тенденция. Каждый хочет область превратиться в республику, суверенную. Значит, и... Да, по количеству президентов на душу населения мы занимаем 1-е место в мире. Да, действительно так. Значит,
По приезду в Алмату мы встретились с заместителем председателя Верховного Совета Казахской ССР, потому что председатель Верховного Совета стал вице-президентом республики, а председателя тогда еще не избирали. Я просто напоминаю нашим телезрителям, о чем идет разговор. Поездка связана была с бронированием жилья в республиках. Да. Значит, мы ставили вопрос по бронированию жилья, по пенсионному обеспечению и вопросы гражданства. Значит, встречались с постоянными комиссиями по соцзаконности, по финансам, реформе, по госкомитетам по приватизации и госимуществу. В целом нашли поддержку, сказали, что казахстанцы, работающие в Якутии, могут быть уверены в том, что жилье у них никто не отберет, оно за ними сохраняется, и они имеют право принять участие в приватизации. То есть могут купить, могут продать, ну, или ничего не предпринимать. Поэтому я еще раз повторяю, что этот вопрос по жилью нашли. Ну, это с Казахстаном. А Украина? Сейчас я скажу. Значит, далее, по пенсионному обеспечению казахстанцы говорят, да, если Российская Федерация будет выполнять условия и выплачивать пенсии казахстанцам, выезжающих в области России, пенсионерам, то то же самое мы будем тем, которые приедут из России в Казахстан, и мы тоже взаимно будем рассчитываться. Вопрос гражданства – это личный вопрос каждого отдельно взятого человека. Это их право законное принять и принять. Дело личное каждого. По Украине какая информация? Значит, буквально звонил недавно Рудченко Валентин Васильевич, которого по нашей просьбе включили в парламентскую группу, о том, что их принял заместитель председателя Верховного Совета Украины, заместитель Кравчука, я сейчас фамилию не помню, в котором они действительно сказали, что не учли в своих законах людей, которые выехали и работают в условиях Крайнего Севера, тех, которые служат в вооруженных силах, те, которые находятся в длительных загранкомандировках. То есть группа, я считаю, работает там плодотворно и должны быть самые хорошие результаты от деятельности вот этой группы. Но я думаю, таким образом, уважаемые нерингринцы, когда все группы соберутся, Беларуси, Украины, и я договаривался с руководителями этих групп, что по приезду я их приглашу в город Нерингри, и мы организуем встречу здесь, в городском совете, как мы встречались вот тот раз перед отъездом меня в Казахстан. Я думаю, что все это будет дано в прессе, в телевидении. Вот, письмо за подписью зампремьера-министра Казахской ССР, в котором, значит, дан ответ, он будет опубликован на страницах газеты во вторник. Это 4 ноября. Так что вы можете посмотреть и прочитать его. Леонид Афанасьевич, через несколько дней, я не знаю сейчас, как назвать его, праздник, не праздник, надвигается, 7 ноября. Отношения неоднозначные в целом по Союзу. Как в нашем городе поставлен вопрос с этим мероприятием? Ну, я должен сказать о том, что мы действуем согласно решений, принятых о том, что празднование 7 ноября демонстрации или какого-либо общегородского митинга не будет, это будет все проводиться в трудовых коллективах, по усмотрению самого трудового коллектива. Значит, как Володя уже сказал о том, что городу исполняется 16 лет, 6 ноября, это день города, предусмотрены различные культурно-массовые мероприятия, которые проводятся в эту субботу, воскресенье, и в течение недели будут предусмотрены. Я думаю о том, что как бы ни сложилось, а День города – это наш с вами праздник, мы его должны действительно отмечать. Я думаю, что сейчас каким-то образом уже определяется и будущее нашего города. Уже, я считаю, что практически созрело само решение о том, что город Нерингри, Алдан и Алекминский район наверняка будет, я считаю, должны найти поддержку и зону совместного предпринимательства открыть. И тогда это будет второе дыхание нашего Южно-Якутского территориального производственного комплекса. И оно открывает самые широкие перспективы и будущее нашей территории, нашего города. В этой части очень мне понравился опыт Казахской ССР, которые создали уже 2 свободные экономические зоны. Это Карагандинская область в целом,
по-моему, Джерск-Казганская область. И еще 3 области, документы подготовлены и будет рассматривать сессия Верховного Совета Казахской ССР. То есть 5 свободных экономических зон на территории республики планируется создание. Это, я считаю, что достаточно серьезные и смелые шаги в экономической реформе. Ну и если удастся нам создать эту зону совместного предпринимательства уже в ближайшее время, вот Михаил Ефимович Николаев, будучи в Нерингере, он действительно тоже согласен с тем, что будущее города Нерингери, его территории связано вот с привлечением иностранного капитала. Поэтому он один из инициаторов стал по внесению этого вопроса на рассмотрение Президиума Верховного Совета Якутской Республики. Уже вот в ближайшее время наши работники должны выехать в Якутск, подготовить эти документы, материалы. Ну и при Совете Министров образована рабочая группа, которая будет дорабатывать те или иные документы. Я считаю, что большую роль в этом сыграла вот научно-практическая конференция, которую мы провели буквально недавно. И ее участники поддержали наши вот идеи в части создания этой зоны. И это был, наверное, один из решающих толчков, когда республика считает возможным уже рассмотреть этот вопрос. Создавать или не создавать. Это уже большой шаг. И заканчивая нашу беседу, Леонид Анатольевич, мы с вами последний раз, когда беседовали, это было перед вашим отъездом на учебу в Москву, в Академию народного хозяйства, да? Наверное, телезрителям будет интересно, как учится глава нашей администрации, нет ли у него хвостов, и вообще какие у него там отметки, и во что это может вылиться для города, заканчивая эту академию, если вы закончите. Значит, я действительно обучаюсь в очно-заочной форме. Слушатели Академии народного хозяйства, это для управленцев. Эти курсы первый год открывается. Оно дает категорию управления, кадры управления высшей категории. Значит, в течение сентября месяца нас активно учили, начиная с 8 утра, кончая где-то 7:20 мы заканчивали. Сдали 11 зачетов за этот период. Значит, планируется стажировка за границей, изучением опыта работы муниципалитетов вот, других стран, Франция, Англия и Германия. Вот какую-то, смотря кто какой язык изучает, в зависимости от этого будет, видимо, и принято. Что ожидает наш город? Какая модель? Франция, Англия, Германия? Я изучаю французский язык и включен в состав группы депутатов Моссовета и еще 7 или 8 председателей городских советов страны, которые должны выехать в Париж, Национальную школу управления, изучать опыт работы муниципалитета Парижа, это крупный город, изучать работу муниципалитета города Лиона, это уже средний город, и работу муниципалитета сельской мэрии, одной из пригородов, там, ближайших к Парижу. Сроки примерно где-то, наверное, ноябрь-декабрь будут. Это планируется 2-3 недели. То есть значительно такое вот время дается. И действительно, депутатов Моссовета будет тоже человек, наверное, 12. Их включают. Они в основном будут изучать работу мэрии Парижа, потому что Москва тоже на префектуры разделена, на округи разделена, как это все делается, как составляется бюджет, налоги, взаимоотношения, финансы. Все это мы должны вот в ходе этой стажировки изучить и посмотреть. Ну что ж, уважаемые господа нерингринцы, на этом время нашей передачи подошло к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего в преддверии праздника нашего города. Будем надеяться, что лучшие времена еще ждут, они еще не наступили, но они, наверное, уже не за горами. А на этом программа ДВН прощается с вами. Здоровья, счастья и удачи!